Я в сказке, Ханс! Как же круто! И не важно, сколько тебе лет, такие вещи тебя будут радовать снова и снова, снова и снова. С наступающим, друзья! Да, здесь такая прям обстановочка Merry Christmas. Мы как будто в мультфильме снимаемся, да? А ты знаешь, у меня сразу флешбеком идет фильм «Один дома». Да, Музыка, да, вот это такая настроение, обстановочка. да. Наверное, это мечта каждого ребенка однажды оказаться здесь. И наша сбылась. Моя в 30, моя в 28. Тебе повезло. Это раньше. Это круто. Не передать вообще своих эмоций, не передать ощущений. Своих детей. Обязательно, конечно. Диснейленд – это комплекс парков развлечений компании Walt Disney в 32 километрах восточнее Парижа. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 миллионов человек. Сая, давай возьмем эти ушки, а? Давай возьмем еды лучше. Все эти замечательные аттракционы вы сможете посетить, если отстоите гигантские очереди. Берите с собой палатки, недельный запас еды и воды и научитесь подолгу обходиться без туалетов. В первую очередь Диснейленд – это нескончаемая очередь. Повсюду, везде. Мы не можем поесть, мы не можем ни на чем прокатиться, но в уборную пока нам повезло. Я даже выбирала кабинку. А ты? Но мы не сдаемся, мы все надеемся, что сядем уже и прокатимся на каких-нибудь аттракционах. Поедим. Жемчужина! Черная. Это мой любимый фильм. Я обожаю «Пиратов Карибского моря». И мы такие ты-ты-дын. Сейчас откуда-то выйдет Джек Воробей. Вот такой вот, вот такой. Скажет нам, девчонки, показать вам. Разве вы бы захотели плыть со мной? А? Короче, нифига это не круто. Убили нашу детскую мечту. Убили наши бабки. Да, убили наши бабки. Мы потратили... сколько вход? 168 на двоих. И попили сейчас кофейку на 200 евро. Теперь мы бедные и замерзшие. И собираемся, да, в Голландию. У нас такое ощущение, что здесь просто люди со всего мира, на всех языках мира говорят, какого черта мы сюда приехали в этот дикий холод. И никто не уходит. Но До никто не уходит, последнего, да. да, до последнего все стоят в очередях. Но, я не знаю, мне кажется, это столько силы воли нужно иметь и так любить Диснейленд. В общем, приезжайте, когда потеплее. Да. Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris. Nous vous conseillons de noter dès maintenant l'emplacement du ticket et de ne pas oublier de prendre avec vous vos effets personnels. Полиция отмечает невиданный прежде уровень агрессии среди протестующих и прежде всего в адрес самих правоохранителей. Из-за беспорядков в Париже нам пришлось уехать. Мы сейчас остановились в городе, как называется сегодня? Руасси-де-Франс или Руасси-де-Франс. Пока мы были в Диснейленде, оказывается, там люди машины жгли, а у меня спрашивают люди, что, как в Париже? Я говорю, да, все норм вообще, огонь. Но, оказывается, мы вовремя свалили. Мы где-то в пригороде за Парижем, километрах 100, наверное. Да, и сейчас мы собираемся, скоро выйдем в Голландию, поедем в Амстердам. Там беспорядков нет. Но намечаются, потому что едем мы. Да. По опыту Милана я знаю, что здесь есть перчаточка. Дали данные своей карты. Значит, сейчас у нас снимут сумму, на которую мы заправимся. А точнее 78 евро 48. Мне кажется, у нас и своя шоссейность разные представления о маленьком и большом.
Мы на Гелене. Ну, конечно, я чувствую себя очень вообще пафосно, королем жизни. Но она огромная, и мне кажется, что я занимаю 3 полосы. А мне гелик нравится. Мне комфортно. Riders on the storm. Riders on the storm. По дороге в Амстердам у нас появилась возможность заехать в Брюссель, столицу Бельгии. Итак, друзья, мы в Брюсселе, да. Этого не было в планах. Но по дороге в Амстердам мы увидели, что это совсем близко. Фактически по дороге. И не могли не доехать сюда. Безумно красивый город. Мы, правда, 40 минут ищем парковку. Но я думаю, если даже мы ее не найдем, то мы просто посмотрим город на машине. Take a long holiday. Let your Вот он, писающий мальчик. Господи, это 10 сантиметров. Ну, совсем масенький. Что, мы выходим? Какой сладкий. Найти парковку в Брюсселе оказалось делом невозможным. И мы поехали дальше. Итак, друзья, мы в Амстердаме. Веселье только начинается. Мы поселились в гостинице, поселимся, точнее, в паркинг. Вот так пафосно, на уровне. Мы приехали. Появляется трал. О боже, мужчина включен в номер. Вот, то есть, вот всю дорогу, да, вот так будет яркенько. Боже мой. Это отключается. Прикольненько. Так. Мы здесь можем пати замутить. Амстердам – столица и крупнейший город Нидерландов. Является столицей королевства с 1814 года. Население Амстердама составляет около 1 миллиона человек. Вместе с пригородами – 2 миллиона 300 тысяч жителей. Город является местом концентрации различных культур. В апреле 2009 года здесь проживали представители 177 национальностей. А еще здесь зарегистрировано почти 1 миллион велосипедов. Мы в Амстердаме, мы мисс оригинальностей. Турецкий ресторан или кафе, или что это? Да. Мы, короче, только приехали, очень голодные. Заехали в турецкий ресторан. Потому что мы здесь хотя бы более или менее ориентируемся в еде и точно знаем, что не ошибемся. Дальше мы думаем, что в любом случае мы заедем в какой-нибудь местный ресторанчик, если останутся деньги. Попьем воды. Да. И расскажем вам. Амстердамской воды. Я была не права, самый романтичный город. Это теперь я знаю, что сторис жены, которые типа такие, лайф на самом деле делают с 25-го дубля. Я наблюдаю это каждый день. Друзья, мы недавно приехали в Амстердам. Честно, сугубо мое личное мнение, Амстердам самый романтичный город, романтичнее, чем Париж, потому что эту атмосферу создают вот эти вот мостики, каналы. Турецкий айран в руках. Да, и турецкий айран. Мы такие оригинальные, да, мы поужинали в турецком ресторанчике. Все очень красиво, завтра мы покажем вам При дневном свете. Ну и ночью. Ну вот, мы в музей Ван Гога. Приехали сюда для того, чтобы узнать побольше о его творчестве. Лично я знаю, что он покончил жизнь самоубийством в 37 лет из-за расстройства рассудка, ну и в какой-то степени повлияла нищета. Еще знаю, что у него около, по-моему, сколько? Я все сказала уже. Да? Да. В общем, наше просвещение стоило нам 36 евро. Вот, и поэтому мы обязаны здесь побыть как минимум 2-3 часа. Все. И выжать из них, да? Да, и выжить максимально.
Музей Ван Гога открылся 2 июня 1973 года. Коллекция музея – самая большая коллекция картин и рисунков Ван Гога в мире и второй самый посещаемый музей в Нидерландах. Ван Гог родился 30 марта 1853 году в глухой деревушке Гротзундерт в семье пастора. До того, как стать художником, он служил комиссионером художественной торговой фирмы, работал учителем в Англии, был проповедником. В 80-х годах 19 века он обращается к искусству, посещает художественную академию в Брюсселе. Уже в 30-летнем возрасте Ван Гог решил посвятить себя живописи. Друзья, мы только что вышли из музея Ван Гога. Если вы увлекаетесь живописью, вы просто обязаны посетить его в Амстердаме. Мое личное мнение, европейские музеи очень сильно отличаются от наших музеев. А здешний музей похож больше на торговый центр. Внутри магазины, эскалатор, все такое современное, что ли. То есть организованно, и получаешь от этого удовольствие. Normal. Normal for this man. What is it? Если вы хотите сэкономить в Амстердаме, то вы можете просто перекусывать хот-догами на улице. Это наша подруга Дана со всеми своими детьми, и кажется, она снова ждет ребенка. Безусловно, Амстердам потряс нас. Город необыкновенно красивый. Жители в нем приветливые и очень высокие. Кстати, Нидерланды входят в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая нация. А сейчас мы приехали к Королевскому дворцу. Некогда это была Амстердамская ратуша, а сейчас это один из 3 дворцов Нидерландов, который находится в распоряжении монарха. И стоит отметить, что Амстердам не только город мостов и каналов, но и велосипедистов, потому что здесь практически каждый второй ездит на велосипеде. Причем, несмотря на погодные условия, также к ним крепятся детские кресла, представляете? Просто любой. Что нам говорит-то? Они повсюду, просто повсюду. Так, давай зайдем уже в королевство. Давай снимем. до королевства зайдем Магна Плаза. Я очень замерзла и хочу одеться потеплее. Окей, ну насколько это возможно. Ну ты понимаешь, да, мы отсюда выйдем абсолютно нищими. Может, там будет какой-нибудь сейл там или презенты, не знаю. Мы заходим одеваться. У нас были планы прогуляться по королевству, но Сюда нельзя. благо, да, и поэтому мы решили одеться. Разумно? Я считаю, что да, как-то по-бабски. Тенге, норм. Я чуть не украла шапку. Я купила, ну не знаю, максимально теплую куртку, которую я нашла. Мы оставались и под дождем, и под градом, нас носил ветер. Но это нисколько не портит наше настроение. Вот, мы сейчас на площади в Амстердаме. Все отлично. Мы
пьем шоколад. Все хорошо. Искупая слеза. Одевайтесь потеплее. Честно, не слушайте никого. Говорят, что в Европе не так холодно, как в Казахстане. Так холодно. Очень холодно. Так же холодно, даже может холоднее. Здесь такой вот ветер неприятный. Пронизывающий. Колючий, да. Повсюду каналы. Калалы. Значит, может, это розочка запакованная? Бумажка? Нет? Шапку и надеть кепку. Ты видишь, как мы успешно тратим деньги? В твоих глазах мы все больше и больше разоряемся. С каждым кадром мы все Менее богатый. да, становимся менее богатыми. Как утверждает Google, здесь ты не можешь купить одну квартиру, ты покупаешь целиком дом. Вот, условно, вот эту полосу. Да. И вот если обратить внимание на правую сторону, смотрите, какие дома, они все узкие. И впритык друг к другу. Если вы не знаете, то в Амстердаме 1200 мостов и 150 каналов. Вот, и мы хотим сейчас прокатиться. По одному из них. Сейчас поедем посмотреть город Амстердам. Ой, здесь так тепло. Слава богу. Хоть где-то в Амстердаме тепло. Ханс, чтоб согреться. Белое вино, чтоб согреться. И красное вино, чтоб согреться. Потому что холодно. Ну давай. За ваше здоровье, господа. Говорят, в путешествии не возвращаешься прежним. Я это говорю в каждой стране, кажется. Но тем не менее, лично для меня Амстердам стал одним из самых любимых городов мира. И за прекрасную возможность посетить такую страну, как Нидерланды, побывать в Амстердаме. Сбылась еще одна моя мечта. Это, наверное, самый лучший мой день рождения. За Казахша Travel. Очень понравилась архитектура города, эти пряничные домики, каналы, уютные улочки, которые не заполнены машинами, подобно другим европейским столицам. Множество велосипедистов. Все это, конечно, подкупает. И еще такой интересный факт. Люди, которые живут в Амстердаме, не закрывают свои окна шторами. Либо штор вовсе нет. Вот. И вопрос, почему они так делают? Мне кажется, может, в силу своей раскрепощенности. И здесь каждый живет своей жизнью, и никому не интересна чужая. Может быть, никто и не заглядывает в эти окна. Возможно, они боятся что-то такое особенное упустить в своей жизни. Они хотят следить за всеми событиями, что происходит у них перед Но носом. Джон, мне кажется, закрывала бы шторы даже в Амстердаме, потому что она спит до вечера, и ей нужна тьма. Да, мне необходима тьма. То есть я бы не смогла жить при таких условиях. У нас в номере, кстати, очень светлые жалюзи, которые там стоят для приличия, я так поняла, которые все равно пропускают дневной свет. Ну, реально, смотри, нигде нет. Они здесь вообще не мерзнут, просто они вот сидят, вот у нас убирается такое на лето, а здесь минус 150 по Фаренгейту, и они сидят на улице, пьют кофеек, покуривают сигаретки, кофеек пьют ледяной, я так понимаю. Постоянно жертвуют собой ради романтических, как им кажется, моментов. Да, в Диснейленде было супер холодно, и чувак просто шел в шортах, он, видимо, я в Диснейленде. Но самое ужасное вот в этой истории, что наш бюджет не позволяет ни пошопиться, ни посидеть даже на улице. И какой бы я стране не была, я обязательно свою попу заляпаю. В прошлый раз я заляпала шоколадом, а на этот раз просто сиденье оказалось мокрым.
ресторанчики в Амстердаме очень атмосферные, здесь красиво. Мы очень хотели в этот зал, но, к сожалению, он закрыт, видимо, он работает до определенного времени. Заходишь в, казалось бы, очень какое-то маленькое помещение, но оно переходит все в новые залы, которые, кажется, никогда не заканчиваются они. Давай зайдем. Ну, что я боюсь? А что ты боишься? Все, что было в Амстердаме, останется в Амстердаме. Пойдем. Ну, посмотрим, да? Ага, посмотрим. Я тебе чай заказала травяной. И шоколад травяной. Ты же любишь сладкое. Джон, у тебя тоже галлюцинации? Да. Ты кто такой? Вставай, вставай, уходи давай. Кто это? Чего расселся? Что? Ой, расслабься ты, все нормально. Нормальные были шоколадки. Обычные? Да. Точно? Да точно, точно. Пойдем, ключи у тебя откроешь. Блин, да когда отпустит уже, а? When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's